Бишкекская скорая помощь в эпоху карантина. Вроде все как всегда. Запойные алкоголики, туберкулез, но теперь еще и коронавирус. Жибек Бегалиева провела целый день с врачами неотложки. Я на реанимации, работаю. На реанимации мы все, в принципе, повидали. Падение самолета, и революции. Таджики, узбеки, без разницы. Обращайтесь к нам. Мигранты в Москве кормят мигрантов, потерявших работу из-за коронавируса. Хотим, чтобы наши, соответственно, таджики, узбеки, без разницы там кто, кто нуждается в нашем помощи, обращайтесь к нам. Заморозки по всей Центральной Азии. Внезапный снег – самая низкая температура за много лет. В Таджикистане гибнет урожай, что приближает страну к экономическому кризису. Многие деревья под тяжестью снега сломались. Уже практически все замерзло. Все, нет больше урожая. Вы смотрите информационную программу «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Александр Касаткин. Здравствуйте. Московский чиновник, который подозревается в том, что выбросил мигранта из окна второго этажа, на время следствия отпущен на свободу. Об этом сообщила защита пострадавшего дворника Акбарджона Холикова. Заместитель главы бюджетного учреждения «Жилищник» по Коптевскому району Москвы Андрей Третьяков был задержан полицией 1 апреля, сразу после инцидента. Как рассказывают мигранты из Таджикистана, которые работают в подчинении Третьякова, в тот день он пришел к ним в общежитие в обеденное время и матом приказал всем немедленно выйти на работу. Пострадавший Акбарджон Холиков попросил чиновника разговаривать с ними вежливо, что, по словам очевидцев, и вывело из себя Третьякова. На следующий день посольство Таджикистана в России потребовало тщательно расследовать этот инцидент. Защита таджикистанцев заявила, что расследование взял под контроль Следственный комитет. Впрочем, адвокат Холикова до сих пор не знает, заведено ли уголовное дело вообще и в каком статусе там проходит Андрей Третьяков. Тем временем в соцсетях появилось видео Акбарджона Холикова, снятое в больнице. Там он рассказывает свою версию произошедшего. Когда он пришел, ребята читали намаз, был обеденный перерыв. Он постоянно матерился, требовал выйти на работу. Я лишь попросил, чтобы он перестал материться. Он сразу схватил меня за одежду и ударил об кушетку. У меня все помутнело перед глазами. Я надел куртку и вышел из помещения, но он взял меня за шкирку и потащил. Я ударился головой о двери туалета. Дальше не помню, что случилось. Когда пришел в себя, увидел, что нахожусь в машине скорой помощи. Сам Андрей Третьяков до сих пор не прокомментировал инцидент. В свою очередь, активисты выяснили, что до этого происшествия замглавы жилищника регулярно притеснял мигрантов, штрафовал их на крупные суммы и вычитал из их зарплат по 10-15 тысяч рублей каждый месяц, придираясь, например, к тому, что они собирали мусор без использования совка. Станция скорой помощи Бишкека пока работает в штатном режиме. Вызовов в дни карантина у службы стало даже меньше. Например, из-за того, что люди стали чаще мыть руки, говорят врачи, снизилось количество случаев заболевания кишечными инфекциями. Однако медики считают, что это затишье перед бурей. Как в скорой помощи Бишкека готовится к пику эпидемии и как работает неотложка в эти дни, расскажет Жибек Бегалиева. По ухабам бишкекских окраин едем на очередной вызов. Врач смотрит по карте адрес. Находить дома в таких районах – настоящий квест. Алкогольная интоксикация, теряет сознание. Это типичный вызов для последних дней. Люди в карантине стали больше пить. Мужчина пьет последние 7 дней. Врач скорой Вероника проверяет сахар, давление, решает сделать инъекцию магнезии. Так, отпишите сюда и этот сахар померим сейчас сначала. Вероника попутно спрашивает, с кем контактировал больной, был ли в эпидемиологически неблагополучных районах. Так как этот вызов изначально был не из разряда опасных, медики приехали в обычной экипировке. Маски, одноразовые перчатки. Коронавируса, Вероника говорит, не боится. По крайней мере, я на реанимации, работаю. На реанимации мы все, в принципе, повидали. Те же раньше, то, что было, падение самолета, и революции, поэтому адаптированы к этому. Однако, если скорую вызывают к пациенту с подозрением на COVID-19, члены бригады надевают специальные защитные костюмы, респираторы, очки. Точно такую же экипировку Кутману пришлось надевать на днях. Его бригада перевозила пациента с подозрением на коронавирус. Конечно, родные переживают и смотрят ситуацию в стране, но на то мы и медики, мы сами понимаем, что наша защита только в наших руках. А вообще скорая в Бишкеке сейчас одна из самых обеспеченных медицинских служб. Здесь каждый день всем бригадам выдают все необходимое. Тот разговор, что ограничено количество масок,
У нас амбулатория дежурит круглые сутки. И по мере расходования они в амбулатории могут получать необходимый расходный материал. В том числе маски, в том числе перчатки, ну, естественно, шприцы. И есть какие-то растворы. А вот что будет, когда в Бишкеке начнется пик заболеваний коронавирусом, на скорой никто не знает. Пока средств индивидуальной защиты для медиков хватает. Но, как оказалось, дефицит масок и костюмов защиты не самое страшное, что может произойти. Если вдруг инфекция выйдет из-под контроля и резкий скачок будет, на этот случай у нас в автобазе есть машины, которые на ходу, и санитарные именно машины скорой помощи. Их 46 автомобилей. То есть мы безболезненно сможем еще 8 бригад открыть дополнительно. Но вопрос стоит только в медицинских работниках. Медиков на скорой помощи Бишкека не хватает уже сейчас. Если на станции должны работать более 200 сотрудников, то около 80 ставок врачей и фельдшеров пустуют. Поэтому в момент пика COVID-19 приехать спасать бишкекчан может оказаться некому. Юбек Бегалиева, Тимур Тимаев. Настоящее время Азия. Бишкек, Кыргызстан. Журналисты требуют аккредитацию, врачи просят спасти их от ложных обвинений, а правозащитники называют работу чиновников преступлением против народа. В Кыргызстане действия властей в период пандемии вызывают все больше возмущения у общественности. Только сегодня в адрес руководства страны было направлено сразу 4 громких обращения. Что и кого не устраивает в работе правительства, спросим у моей коллеги из Бишкека Дарьи Тимофеевой. Даша, привет! Расскажи, пожалуйста, чем в первую очередь недовольны сейчас медики? Привет, Саш. Мы практически уже на протяжении нескольких недель, практически ежедневно говорили о жалобах врачей. Многие из них звучали анонимно и в основном касались нехватки средств индивидуальной защиты. Но вот вчера в Кабмине заявили и, по сути, обвинили медиков в том, что было массовое заражение по вине самих медработников. Там сказали, что одна из врачей контактировала с заразившимся коронавирусной инфекцией соседом, который прибыл из Малого Хаджа. И вот, видимо, после этой информации терпение врачей лопнуло, и сегодня около 20 медработников из Аша сделали открытое заявление и сказали, что в Кабмине их оболгали. Заражение было внутрибольничным из-за того, что не хватало средств защиты и не проводилась необходимая обработка. После пост написала и сама врач, фигурирующая вот в этом рассказе. Она сказала, что, опять же, ни на какие мероприятия она не ходила, заразилась во время работы, и, несмотря на то, что температурила, продолжала трудиться, и ее самочувствию не уделяли должного внимания. Сейчас, по ее словам, она вынуждена проходить лечение в клинике и находится подключена к кислороду. Сдала ПЦР. Мне ответили, что результаты сомнительные. После чего я снова обратилась к Айрату Макамбаевичу и попросила госпитализировать меня. Он ответил, что это решает штаб. Я 3 дня получаю плазму. 1987 года работаю в медицине. Помогите мне сегодня избавиться от ложных обвинений в мой адрес. Это делается для того, чтобы они смогли сохранить свои шкуры на случай смерти врачей от болезни. Помимо врачей, сегодня обращение к руководству страны сделали и правозащитники. Они говорят, что на врачей зачастую оказывается давление, заставляют не говорить правду. Если даже какая-то информация попадает в СМИ, то под давлением врачи приносят публичные извинения. И такое поведение властей правозащитники назвали просто преступлением против собственного народа. Даш, а журналисты чем были сегодня возмущены? Да, это еще одно обращение, которое разместили уже ряд СМИ на своих сайтах и в соцсетях. Они просят выдать им аккредитацию и позволить нормально работать. Как всем известно, мы уже более недели трудимся из дома, удаленно, у нас ограниченное передвижение, что, конечно, накладывает соответственные ограничения на то, какой продукт мы можем производить. И вот в комендатуре затягивают этот вопрос и на онлайн-конференциях просто игнорируют эту тему, несмотря на то, что журналисты постоянно задают вопросы по этой теме. Санкционная политика власти в период чрезвычайного положения не выдерживает никакой критики. Хоть государственные СМИ и имеют фактический доступ и проезд без ограничений во все точки республики, а значит могут в полную меру освещать события в стране, однако их журналисты не задают власти острые и насущные проблемы общества. Ввиду этого население ограничено в доступе к информации. Спасибо, Даша.
В Казахстане на борьбу с коронавирусом привлекли заключенных. В местных колониях начали шить спецодежду для полицейских. Дело в том, что в Министерстве внутренних дел посчитали, что обычная одежда не защищает полицейских от инфекции. Поэтому было решено переодеть их в специальные комбинезоны. Такую форму в ближайшее время получат все сотрудники МВД, которые несут службу на блокпостах во всех регионах страны. А до этого заключенные уже сшили и передали полицейским 1 миллион защитных масок. В связи с тем, что медицинских комбинезонов не хватает, и, во-вторых, они не практичны для несения службы именно в части охраны общественного порядка. Поэтому было выработано решение сшить специальные комбинезоны. Это многоразовые комбинезоны, которые подлежат обработке. У них водоотталкивающая ткань, но в то же время у них хорошая функция по защите. В Казахстане зарегистрировано уже 764 случая коронавирусной инфекции. Сегодня сообщается о 5 новых заразившихся. В Мангистаускской области и Алматы по 1 случаю, а в Атыраусской области 3. Медики предпринимают дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Какие именно, мы сейчас узнаем у нашего корреспондента из Алматы Шолпана Разбековой. Она с нами на прямой связи. Шолпан, привет. Расскажи, пожалуйста, что именно дополнительно собираются сделать врачи и чиновники? Приветствую, Александра. Это говорит о том, что если ранее чиновники заявляли, что этот тест может пройти только определенная категория людей, как госслужащие, непосредственно задействованные в вопросах коронавируса, медики, контактные с зараженными, а также недавно прибывшие из-за рубежа, то сегодня, например, чиновники этот список расширили. По словам главного санитарного врача Алматы Айзат Молдагасимовой, теперь на этот тест будут проверять людей, например, с пневмонией, ОРВИ, ну и другими простудными заболеваниями. А вот некоторых могут проверить по 2-му кругу. Речь идет о уже выздоровевших казахстанцах. Я предлагаю послушать главного санитарного врача Алматы. Это как медицинские работники, также лица, которые стоят на блокпостах. Это все лица, которые привлечены к профилактике вопроса коронавирусной инфекции, особенно в этот период. Да? Это лица с заболеванием ОРВИ. Если мы брали на обследование только с пневмонией, то мы сейчас расширяем контингент на обследование лиц, у которых есть ОРВИ в тяжелой степени, ну, те, которые госпитализированы с ОРВИ. Что касается сотрудников, госслужащих, которые задействованы и работают во время усиленного режима, то вот сегодня, кстати, стало известно, что один сотрудник МВД все-таки заразился COVID-19. И об этом сегодня на брифинге в столице рассказал замминистра Юрий Ильин. Хотя вот этот вопрос раньше не поднимался и игнорировалась и тема касательно зараженных чиновников. Ну вот что касается самого зараженного полицейского, он сейчас находится на лечении, все контактные уже изолированы. Давайте послушаем замминистра МВД. Он проходит лечение, состояние стабильное. Более 530 человек – это те, которые были контактные. Это не только от этого сотрудника, это контактные с семьями, и в том числе в ходе выполнения профессиональной деятельности своей. На сегодняшний день часть из них, это около 30 человек, помещена в стационарное лечение, около 80 человек у нас находится на карантине в домашних условиях. На этом же брифинге, кстати, стало сегодня вот Юрий Ильин и сообщил еще одну информацию, что государством уже выделены порядка 6 миллиардов тенге, это около 14 миллионов долларов для премии для сотрудников полиции. Но премии будут выдаваться в размере месячной заработной платы и как раз вот обычным рядовым полицейским. Спасибо. Напомню, что у нас на прямой связи из Алматы была Шолпан Разбекова. Банки Узбекистана перестали выдавать наличные. Такая ситуация наблюдается в нескольких городах и областях страны. В Агробанке, Халбанке и других сообщили о дефиците наличности. Это связано с тем, что в период карантина резко сократились поступления денег. Гражданам рекомендуют при оплате использовать пластиковые карты. У банкоматов стали выстраиваться большие очереди. Люди говорят, что не могут снять деньги уже несколько дней и из-за этого испытывают большие проблемы.
Например, оплачивать карты в магазинах дороже, а на базарах, где цены значительно ниже, принимают только наличные. Тем временем Узбекистан отправил в соседний Таджикистан гуманитарную помощь в рамках борьбы с распространением коронавируса. Сделано это по приказу президента Шавката Мирзиёева. Таджикистану передали медицинские изделия и продовольствие. А в самом Узбекистане в Ташкентской области закрывают на карантин 4 города – Алмалык, Янгрен, Черчик и Янгиюль. Гражданам будет запрещен въезд и выезд, за исключением грузовых автомобилей. Отмечу, на сегодня в Узбекистане число заразившихся COVID-19 составляет 555 человек, 30 излечились, 3 скончались. Смотрите далее в нашей программе. Таджики, узбеки, без разницы. Обращайтесь к нам. Мигранты в Москве кормят мигрантов, потерявших работу из-за коронавируса. Хотим, чтобы наши, соответственно, таджики, узбеки, без разницы там кто, да, кто нуждается в нашем помощи. Обращайтесь к нам. В Москве группа таджикских активистов раздает еду трудовым мигрантам, оставшимся без средств к существованию. О человеческих отношениях в это трудное для всех время рассказывает Муса Казаков. Акция проходит уже несколько дней. К точке раздачи еды со всего города съезжаются люди, лишившиеся средств к существованию во время карантина. Как говорят волонтеры, пищи в таком продуктовом наборе должно хватить на 2 человек на 5-7 дней. Сейчас такая акция жизненно необходима, говорят они. Большинство трудовых мигрантов остались без работы. У многих нет каких-либо сбережений, чтобы пережить этот кризис. Кому-то удалось улететь на родину, а кому-то нет. Работали на рынке. Рынок закрылся. 22 марта хотели уехать на родину. Самолеты перестали летать. Билеты у нас в карманах остались. Даже деньги не вернули. Денег, чтобы купить продукты, нет. Нас в таком положении 10. Увидели объявление ребят о помощи. Решили воспользоваться. Спасибо организаторам. Махматхон волонтер. Он уже несколько дней стоит на раздаче. Он рассказывает, что несмотря на то, что они хотят выручить попавших в беду мигрантов, помогают они всем без исключения. Продуктовые наборы получают и нуждающиеся жители близлежащих домов. В основном пенсионеры. Хотим, чтобы наши, соответственно, таджики, узбеки, без разницы там кто, да, кто нуждается в нашем помощи. Обращайтесь к нам, наш адрес Шоссейная, 22. Можно вот в этих точках обращаться и можете забрать у нас помощь. Акцию организовал правозащитник из Атамон со своей командой. Они с коллегами по правозащитному цеху тоже вышли на улицу вместе с волонтерами. Как говорит правозащитник Бахтовар, участники акции условно делятся на 3 группы. Волонтеры – те, кто непосредственно работает с мигрантами, меценаты – те, кто помогает продуктами, и 3-я группа – это, собственно, сами люди в трудном положении. К сожалению, таких много. К вечеру каждого дня ни одного продуктового набора уже не остается. В основном они работали в клининговых компаниях, сейчас везде почти что закрыто, поэтому у них вот начинается трудный момент, поэтому очень надеемся, что это скорее заканчивается, и на положительный результат просто надеемся, что доктора, врачи придумают что-нибудь выйти с этой ситуации. Для тех, кто по каким-либо причинам не может приехать к точке выдачи, волонтеры организовали адресную доставку. Кинули клич всем тем, у кого есть автомобиль и желание помочь. Машин не хватает, сетуют они. А потому доставить продукты всем нуждающимся они физически не успевают. На первый адрес у нас помощь была, там инвалид, помогли, привезли. На второй была наши земляки, женщины, не смогли они нам приехать, мы сами привезли. Там день некоторые на 10 адресов, 5 адресов, некоторые на 20. Вот сегодня с 11 утра, уже почти 5 часов, мы занимаемся помощью. С каждым днем нуждающихся будет становиться все больше, говорят волонтеры. Даже у тех людей, у кого были сбережения, они заканчиваются. Все ждут окончания карантина и скорейшего выхода на работу. А пока продукты будут раздавать всем нуждающимся. До тех пор, пока спонсоры будут готовы за это платить. Муса Казаков специально для программы «Настоящее время. Азия. Россия. Москва». Правительство Афганистана выпустило на свободу первую сотню боевиков движения «Талибан». Они содержались в баграмской тюрьме под Кабулом. Заключенные талибы освобождены в рамках соглашения между США и движением «Талибан». Кроме того, в президентском указе говорится, что это также является частью усилий по борьбе с COVID-19.
Заключенных освободили по состоянию их здоровья и возрасту. В Совете нацбезопасности Афганистана пояснили, что освобожденные числились в списках, представленных Талибаном в рамках процесса обмена пленными и заключенными. В ведомстве заявили, что выпущенные талибы обязались больше не принимать участие в военных действиях. Катарский офис талибов и сами освобожденные заключенные пообещали, что не вернутся на поля сражений. Эти 100 заключенных являются частью списка, который был согласован технической командой талибов и технической командой правительства во время их переговоров в Кабуле. На данный момент пока неизвестно, находится ли среди освобожденных 15 полевых командиров движения, выдачи которых требовал Талибан. Вышедших на свободу бывших боевиков у ворот тюрьмы встретили их родственники. Большинство были немногословны, но некоторые из освобожденных подтверждают, что не хотят больше воевать. Я хочу видеть мир и стабильность в Афганистане. Я больше не хочу видеть войну и конфликты в стране. Из-за снегопада в Таджикистане в этом году практически не будет урожая фруктов. За ночь по всей стране выпало от 15 до 30 миллиметров осадков. Пострадали фруктовые деревья. По прогнозам синоптиков, сегодняшней ночью будут заморозки, которые уничтожат остатки уцелевших цветков и завязей плодовых деревьев. Как это отразится на экономике страны, выяснял Анушервон Арипов. Урожай со 160 гектаров садов этого хозяйства погиб за одну ночь, говорит местный садовник Гадо Али Саидов. Часть деревьев сломались под тяжестью снега, на других погибли зачаточные побеги и почки, а мелкие плоды почернели. Но можно спасти где-то 10-ю часть урожая, если не будет заморозков, говорит мужчина. Многие деревья под тяжестью снега сломались. Уже практически все замерзло. Все, нет больше урожая. Остатки замерзают. Таджикистанские метеорологи не обнадеживают садоводов. Заморозки будут уже этой ночью по всей стране. Несмотря на то, что в центральных районах Таджикистана температура воздуха упадет всего до минус 0,5 градуса, этого вполне достаточно для гибели урожая фруктов. Из-за того, что небо проясняется, в Хатлонской и Сагдийской областях, а также в центральных районах, ожидается понижение температуры от минус 0,5 градуса до 5 градусов мороза. В горных районах ожидается от 10 до 15 градусов ниже нуля. По словам экономиста Нуридина Каюмова, потеря урожая – еще один серьезный удар по экономике страны. После закрытия границ сотни тысяч трудовых мигрантов не смогли выехать на заработки, а значит не смогут кормить свои семьи. Отсутствие урожая фруктов для аграрной страны, коей и является Таджикистан, тоже серьезное потрясение. Все эти проблемы в итоге могут привести к нехватке продовольствия. Голода не будет, говорит Каюмов, но чтобы избежать проблем, власти должны действовать уже сейчас. Конечно, исправить положение невозможно, это уже природные явления. По карману своего населения. И мигранты, и десяне, и рабочие служащие, поскольку они же не будут иметь достаточную зарплату. По словам экономиста, в этом году сады уже не восстановить. Но если использовать эти земли для выращивания картофеля, хлопка и зерновых, потери можно частично компенсировать. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в Ютубе. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. С вами был Александр Касаткин. Будьте здоровы! Размышления о жизни и смерти. Рассказ работника кладбища в пригороде Кишинева. Народную вышитую рубашку Ию могут включить в список нематериального культурного наследия человечества. Молдавские и румынские этнографы готовят совместную заявку в ЮНЕСКО. Марибель – лучшая ученица в классе. Она хочет стать примером для младших братьев. Я хочу стать учительницей для детей, которые живут на отдаленных ранчо. Я хочу работать на ранчо и учить детей. Это очень важно. Дорога в школу. Марибель.